Здравствуйте, меня зовут Юрий, фамилия Бельский. Я работаю в нашем музее архитектуры и быта. Как это правильно назвать? Реставратор памятников архитектуры, скажем так. Вот. Ну, кроме того, я занимаюсь еще изготовлением музыкальных инструментов. По профессии музыкант, по второй профессии, первая, конечно, столяр. Вот. Ну и вот, мне интересно этим заниматься, делаю в основном струнные, ну, конечно, дудочки всякие, шумовые инструменты. В общем, делаю то, что мне интересно. В детстве начинал, я ж не знал, что у меня абсолютный слух. Родители простые люди. Где-то с 9 лет я начал играть на гитаре. Старший брат ушел в армию, гитара осталась мне по наследству. Ну вот я уже гитару не выпускал, потому что через 2 года, когда он вернулся из армии, я уже сносно играл так на гитаре. В 13 лет я стал победителем конкурса юных гитаристов в Минске. Уже нормально играл так. Ну как нормально, относительно, потому что я еще сейчас не считаю, что умею играть, потому что учусь до сих пор. Вот. А скрипка пришла, у нас был классный учитель пения такой, по образованию он баянист был. Но он очень много рассказывал, интересно, о Страдивари, о скрипках. И я что-то загорелся, лет 14 стал уже клеить из фанеры, там что-то делать, как сейчас помню, на кухне над газовой плитой, что в юности же не терпится, это сейчас уже, да я и сейчас такой нетерпеливый, а в юности вообще, это ж быстрее. Я помню, покрасил фанерную скрипку лаком масляным обычным, повесил над плитой, чтобы быстрее высохло. Ну, это все такие воспоминания. Ну, а более-менее такую скрипку нормальную я сделал где-то уже лет 28 мне было, наверное, хотя занимался все время этим. Сейчас эта скрипка у сына, я ему подарил, она просто висит на стенке. Ну, вот так вот и пришел к этому. А лет в 40 учился уже, начал играть на скрипке потихоньку. Ну и сейчас так вот, самоучка. Девчонки, с которыми учился, сказали, что у меня французская постановка руки. Хотя ведь французами здесь и в глаза их не видел. Начнем. Вот гудок. Это старославянский инструмент. На нем испокон веков играли скоморохи. Но он считается доскрипичный, но на самом деле он более примитивен. То есть здесь одна струна рабочая и 2 бурдонные звука. Настраивался он мажор, минор, абсолютно неважно, потому что, как правило, скоморохи не имели музыкального образования. И больше он как шум, сопровождали там какие-то частушки. По форме они приблизительно такие, маленькие, больше, до метра они были. И эти инструменты, в принципе, где-то до конца 19 века еще существовали. Сейчас они их забыли. Давайте дальше пойдем. Вот это где-то 17 века инструмент пашетта называется. В общем, это вид карманной скрипки. Понимаете, в 17 веке диктофонов, естественно, не было. Учителя танцев уже были. И им нужно было как-то себе аккомпанировать. И они в кармане... Пашетта – это от французского кармана. В кармане носили скрипки. То есть они были разной формы. Были как скрипочки, были в форме трости вообще. То есть с ней можно было и ходить как с тростью. Вот. Ну, а это вот такой. То есть элементарно аккомпанировали себе учителя и разучивали всякие па танцевальные. Также у меня в коллекции в моей есть польские скрипки. Считалось, что скрипки, многие думают, что возникли они в Италии. На самом деле в Польше вот такой формы скрипки польские. Эта скрипка интересна тем, что я во время изготовления увидел, и был на этой выставке Святой Валентины, это покровительница Минска.
Попросил нашу художницу, она написала мне даже лик такой. То есть это скрипка зовется Валентина. Потом я решил, вот это тоже польская скрипка, я ее немножко модернизировал в сторону барокко. Ну, типичный такой, в общем, форма. Интересный очень звук, вообще скрипица хорошая. Ну, типичная барочная форма, вот такая скрипочка. Это одна из моих старых инструментов, она несколько раз была поломана, на нее садились, но она мне нравится по звуку. Дело в том, что даже когда на свадьбе играешь, она настолько ярко звучит, что в оркестре с ней невозможно работать, потому что звук настолько громкий, звонкий, что перебивает даже не нужно подзвучки, когда аппаратура играет. Сейчас, к сожалению, не могу сыграть, наверное, потому что вот буквально вчера скрутился колок, и надо заменить. Но скрипка очень хорошая. Она самая старая из моих инструментов этих. Ну, сейчас расскажу немножко. Вот это вот кабыс, казахский инструмент. 2 струны из конского волоса. Я видел, как играют казахи. Это они творят чудеса, конечно. Их родной инструмент. Мне довелось в театре играть на таком. И я решил сделать себе, но я немножко модернизировал, я, так сказать, его белорусский, я сделал его деревянным просто. Секундочку. Подстрою чуть-чуть. Вот. Тоже своеобразное звучание такое, в общем-то, интересный инструмент. Африканский инструмент калимба. Я думаю, многие его слышали. Меня поразило в этом инструменте, в общем-то, сам звук такой космический. Увидел в компьютере и решил сделать. И, в общем-то, получилось. Многим знакомым сделанным тоже нравится. Ну, естественно, рог деревянный, охотничий, для того, чтобы раньше были охоты на лошадях, собирали собак звуками. Очень громкий. Суриль обычно. А этот инструмент я не знаю, как назвать. Свистулька, ну, в общем, я придумал такой. Можно на нем играть тоже. Ну, вот такими делами я занимаюсь, в общем, мне это нравится. Так что приходите до нас в гости. Сколько вы музыкальных инструментов изготовили за всю жизнь, можете посчитать? Ой, у меня где-то записано, но я думаю, что около 100 где-то есть. То есть я их так не считал, я просто записываю, куда инструмент уходит. Допустим, в Латвию, туда, куда где-то в Прибалтику, в Германию. Я просто записываю, чтобы знать, где они вообще. В основном на Украине все это. Есть такие инструменты, которые вы бы хотели делать, но еще... Конечно, у меня вот заготовки лежат, я готовлю сейчас, я в отпуск ухожу через неделю. Я думаю, что за отпуск я сделаю гусли звончатые такие. То есть русский инструмент народный. На 13 струн. Мне интересно на нем поиграть. То есть, как сказать, это же не цимбалы наши были белорусские. Цимбалы сложнее намного. Гусли, ну, в общем, сделаю это. Сколько занимает этот процесс изготовления одной скрипки? По-разному. Понимаете, это ж не просто так вот взял, сделал. К этому надо психологически подойти, то есть созреть, обдумать. Ну, где-то от 2 недель, и можно... Вот последнюю скрипку, вот эту польскую, я делал, наверное, месяца 3, наверное. Ну, то есть, когда нет настроения, не подходишь, за работу не берешься. Потому что душу не вложишь, не будет звучать ничего.
Поэтому по-разному. Можно за 2 недели сделать. Ну, это я помню, по-моему, вот это я делал, 2 недели где-то. Каждый день, ну, я не мог заснуть, допустим, вечером ложась спать, не мог заснуть, прежде чем план не составлен на завтра, что мне с этой скрипкой делать. Потому что, ну, это как кубик Рубика, если вы помните, вначале, когда начинаешь собирать, тоже в голове все такое, в общем, психологически надо найти. И все это вручную делается, либо Да, все делаю вручную. какими инструментами пользуетесь? Резцы, стамески, рубанки специальные, такие маленькие, когда выбираешь в деке изнутри и снаружи. Вот. Ну, конечно, по возможности, допустим, лаком я не покрываю кистью сейчас, а безусловно из пульверизатора. То есть либо из баллончика, либо есть место, где можно покрасить. То есть ну, так. А все вручную выбираю, все вручную. А где вы берете материалы? То есть все можно у нас купить? Где-то покупаю. Да, в общем, по интернету сейчас не вопрос, можно заказать все, что угодно. Вот. Что-то покупаю, что-то сам сушу. А вы не думали вот бросить все и заниматься только вот изготовлением музыкальных инструментов? Сейчас на это не проживешь, я вам скажу. Если я музыкант по образованию, сейчас работаю плотником. То есть, ну так получается, что